Теперь официально это прекратилось. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое долгожданное событие произошло в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО официально объявляет о полном прекращении деятельности организованных террористических групп на территории области. В сообщении штаба, опубликованном на сайте, в частности говорится: события конца мая, которые произошли в городе Хороги и Рушанском районе, были заранее спланированы, и внутренние и внешние заинтересованные стороны стремились дестабилизировать обстановку в сфере безопасности в области и нарушить покой граждан. Связь с организованными преступными группировками представляет серьезную угрозу для развития и стабильности государства, общества, различных сфер жизни, мировоззрения и духовности подрастающего поколения. 30-летняя история общей обстановки в административном центре Хорога свидетельствует о том, что главари ОПГ Хорога, Рушанского и Рош-Скалинского районов неоднократно амнистировались правительством за совершение особо тяжких преступлений. Однако они не делали должных выводов и продолжали свои гнусные действия. Каждое действие организованных преступных группировок носит серьезный финансовый, моральный и психологический ущерб экономике и уровню жизни жителей Бадахшана. Отбрасывает развитие региона на десятилетия назад. По предварительным оценкам, только за последние 5 лет экономический ущерб составил 96 миллионов самани. Конечно же, радует, что наконец-то эта спецоперация прекратилась, но такое ощущение, что власть пытается выставить всех в ГБАО террористами. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В результате эффективной и целенаправленной работы межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО полностью прекращена незаконная и антиправительственная деятельность главарей организованных преступных групп в городах и районах области, в том числе в Хороге, Рашткале и Рушане. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов по согласованию и тесному контакту с жителями, все 12 главарей организованных преступных групп были задержаны, лишены свободы, а главари непримиримых вооруженных формирований были нейтрализованы. Только за последний месяц в результате деятельности межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО у 10 преступных террористических групп изъято 16 единиц пулемета Калашникова, 114 единиц автоматов Калашникова, 4 снайперских винтовки, 28 пистолетов Макарова, 1 пистолет ТТ, 2 травматических пистолета, 9 гранатометов, 101 снарядов гранатомета с 6 зарядами, 4 заряда РПГ, 22 снаряда ГРАД, 2 миномета, 9 снарядов миномета, 2 выстрела от противотанкового гранатомета, 88 ручных гранат, 46 запалов от гранат, 2 карабина, 64 охотничьих ружья, 12 электродетонаторов, 200 килограмм взрывчатых веществ, 22 718 патронов различного калибра, 1 лента от пулемета Калашников, 1 снаряд ДШК, 330 магазинов от АК и пистолета, 5 килограмм 420 грамм взрывчатого вещества Аммонала, 2 затвора от автомата, 5 генераторов, 159 снарядов ВОК-25, 15 штык-ножей, 11 пеналов, 12 противопехотных мин, 29 килограмм алюминиевого порошка для изготовления взрывчатых веществ, 11 килограмм 635 грамм тротила, 11 221 патрон различного калибра, 1 оптический прицел, 3 бинокля, 245 единиц самодельного коктейля Молотова, 29 раций, 13 зарядных устройств для рации, 16 аккумуляторов от рации, 11 радиостанций, 12 спутниковых телефонов, 2 железных ящика от ПК, 12 военных чехлов, 4 чехла для снаряда, 21 военная форма, 1 штатив-бусол, 200 килограмм наркотического вещества афганский опий. Всего в ходе спецоперации задержано 220 человек. В отношении 53 человек возбуждено уголовное дело, нейтрализовано 16 человек, оказавших вооруженное сопротивление. В продолжении оперативно-розыскных мероприятий была полностью ликвидирована уголовно-финансовая база ОПГ. У членов и главарей ОПГ изъяты 39 различных транспортных средств: Nissan, Lexus, Range Rover, Toyota Camry, Mercedes, BMW и другие дорогостоящие иностранные легковые и грузовые автомобили. Таким образом, межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО официально объявляет, что полностью прекращена деятельность организованных террористических групп на территории Бадахшана.
А как вы относитесь к такому отчету и как вы думаете, откуда у них столько оружия? Или это просто приписали себе какие-то достижения? Возможно, вы или ваши родственники или знакомые из Горно-Бадахшанской автономной области. Напишите нам, пожалуйста, действительно ли люди жили там под давлением террористических группировок или под давлением правительства? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.